Когда началась война, мне было 13 лет. Мы узнавали о том, что происходит, да, вот вообще на фронте, на абхазской стороне, с помощью одного приспособления. Не было света, но работал телефон. И мы брали радио, мой отец брал радио, и через телефон подключал это радио, и оно ловило, этого было достаточно, мы ловили абхазское радио, тогда, помню, вечерами к нам приходили еще соседи, все это было так инкогнито, это были, естественно, русскоязычные люди, и мы узнавали, что на самом деле происходит, какие сводки, что вообще происходит. Мы, конечно, очень ждали, чтобы восстановилась, да, мир вообще-то, чтобы восстановился. Но, честно говоря, каждый раз вот наступление, я очень хорошо помню и зимнее январское наступление, и потом мартовское, которое огромные потери понесло, и мы боялись, что ну неужели этого больше не произойдет, да, потому что было перемирие как раз в конце августа уже 93-го года, было достигнуто перемирие, и в начале сентября, я вот даже помню, стали поговаривать о том, что, может быть, откроются школы, потому что было вроде как вот перемирие. И вдруг в середине сентября началась стрельба. И постепенно она не стихала, и стало понятно, что это уже все очень серьезно, начинается наступление. И по-прежнему мы слушали радио, чтобы понимать, что происходит, где это наступление, куда оно движется. И даже потом уже, когда все уже подходило, уже когда к самому городу подходили войска, мы перезванивались, и какие-то знакомые с Виема нам звонили: ура, у нас уже к нам уже пришли. А мы были в центре города, ближе к турбазе, у нас еще как бы никого не было, и мы думали, ну когда же до нас это дойдет. Просто, к счастью, так получилось, что на наш дом не упал снаряд, да, то есть не было такого, и мы как бы ощущали только вот эту радость приближающейся развязки. И, конечно, был страх, да, потому что тоже была неизвестность. И я вспоминаю самый яркий день, это было, конечно, 27 сентября, когда уже вступили в город, и первые к нам в район улицы нынешней Шотландской, тогдашней Гулия, спустились с Сухумской горы ребята. Они были в красных повязках, потом в зеленых повязках. Мы сначала не понимали, кто это идет, потом стало понятно, что там был армянский батальон с красными повязками, потом с зелеными повязками абхазский батальон, и они все осели на улицах. И мы наблюдали за этим вот с балкона трехэтажного дома, где в то время уже как бы не было грузин тогда, они уже тогда все уехали. И первые к нам пришли, это еще был день, 27 сентября, наши соседи, я вспоминаю, это был Толик Сабуа, Славик Адлиба. Они пришли, и они не узнали, конечно, практически родителей, потому что все были очень похудевшие, страшные, изможденные. Они плакали, мы все обнимались, и принесли нам хлеб, как сейчас я помню, они. И вечером этот день, конечно, запомнится на всю жизнь, потому что это была стрельба в воздух. Вот тогда мы поняли, что все, город взяли уже не частями, а целиком. И мы поняли, что все, вот на этом все, война закончилась. Хотя дальше уже стали продвигаться войска, и дальше как бы только 30-го установилась, да, вот такая День Победы. Но для нас как бы 27-й это был день вот окончания, день взятия города.